На Астраханском рыбном рынке его встречают фотовспышками. Мама из Чечни у нас хотела поздороваться с президентом чеченской. Андрей Металев вообще-то потомственный рыбак. То, что он выловит, сдает предприятию. От него улов разъезжается по всей стране. Ну, сдаем вот сом, там, ну, жерех так чуть-чуть мало, судак. Это для прохожих его сходство с главой Чечни почти аттракцион. Андрей уже 5 лет в роли, а все тушуется. Я смущаюсь. Нормально. У него всегда было немало друзей среди чеченцев. До Грозного от Астрахани километров 500. Те первыми однажды заметили, он, русский парень, и Кадыров – одно лицо. Первый раз, когда чуть бороду отрастил. С моря приехал. Да. С моря ты приехал, да? Да, чуть-чуть такой. И все смотрим на него, на кого же похоже. Правда, карьеру ни политическую, ни артистическую строить не стал. Раз, два, три. Обычные мы люди. Такие же, как и все. В Грозном он теперь с частыми визитами. Зовут то на свадьбу, то в гости. Там Андрей отточил образ, обновил гардероб. К нам в магазин пришел сам Андрей. Андрей, как у тебя дела? Нормально. Доволен костюмом? Да. На сильное здоровье. Не бреется уже 5 лет. Ну все, уже привыкли. Без нее уже и ребенок меня не узнает. И привык справляться сам. А вы как сами обычно делаете? Так? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот так. Но после такого марафета даже у голосового помощника нет сомнений. Алиса на кого похож? Сейчас пригляжусь. Ого, почти Рамзан Кадыров. Бабушка, дедушка все жили. Прадедушки, прабабушки. В селе Тишково, где живут уже несколько поколений Металевых, Андрей проводит несколько месяцев в году. На рыбалку уходит на неделю. В день можно поймать до тонны. Все, что поймал, то и кормят, а остальные полгода. О, Рамзан Ахмат, добрый день. Здрасте. Здрасте. Рыбаки собирают снасти. Путина вот-вот закончится, значит, встанет лед. Некоторые там для истории фотографируются, как будто что он из Чечни приехал, глава. Тому, что сын стал похож на Рамзана Кадырова, в семье сначала изумились, а потом смирились. Но жизнь Металевых от этого особо не изменилась. Выгода от этого есть вам? А какая нам? Никакой. Никакой. Чего там? Только внимание. Ну вот. Внимание, да, друзья. Только сестра просит быть ответственней. В той же мере оставаться самим собой, естественно, но и... Лишнему не позволять. Не позволять, да, действительно, потому что... Это я уже знаю, или же тогда что не выдавай себя за серьезных людей. Это двойничество вроде бы не принесло ему ни особой славы, ни денег. Но когда он в образе, так и тянет сделать политическое заявление. Особенно, если родное село разрушается на глазах. Работы много было, людей много было. В каждом дому, считай, по 2 семьи в некоторых домах жили, а сейчас там уже пустые дома стоят. Тишково опустело наполовину со времен его детства. Ни одного кафе, ни центра развлечений. Молодые, как и везде, уезжают в город. Дай команду людям, а они будут. Все вот отсюда вот идет, вот от администрации. Но помимо денег, вот можно же как-то людей организовать? Что надо делать? Порядок, чтобы был.